Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. У татарстанцев крадут по 50 миллионов рублей в неделю. Под шумок мошенники меняют тактику и людей, введя в заблуждение, начинают у них просить, чтобы они открыли там депозитные счета. Почему на наивности простых жителей продолжают наживаться мошенники и как это остановить, знает Наталья Мезина. Кто ставил подписи в договорах на аренду и почем изымается земля? У нас вал этих уголовных дел. С какими вопросами сегодня обратились татарстанцы в приемную по вопросам противодействия коррупции в сфере землепользования, расскажет Салават Мухаммадулян. Ни воды, ни трубы. Краны вот открываем пустые. Жители казанского поселка Старые Горки почти месяц сидят без воды. Почему ситуацию до сих пор не исправили, выяснял Рамиль Шайдулин. Их служба и опасна, и трудна. Дело не в войсках, мне нравится кинология. Где служить Родине, там жить. Как говорится, сама Родина выберет, куда. Службу росгвардейцев и их четвероногих помощников увидела Алия Хайрудинова. Еженедельно татарстанцы отдают мошенникам около 50 миллионов рублей. Так, добровольно с карт они перечисляют деньги абсолютно незнакомым людям, думая, что помогают своим близким. Только с начала года жертвами мошенников стали 1175 человек. Большинство махинаций проходит через так называемые тюремные колл-центры. Месяц назад Госдума даже приняла закон о блокировке сим-карт, которыми незаконно пользуются заключенные. По последним данным, ущерб от мошеннических звонков, которыми занимаются в колониях и СИЗО, составляет почти 2 миллиарда рублей. Также обманывают на сайтах бесплатных объявлений через звонки от лжебанков, и это не все способы мошенников. Наталья Мезина искала способы защиты от аферистов. Не думал, что на продаже автомобилей я смогу потерять деньги, хотя хотел наоборот приобрести. Кто-то теряет, а кто-то находит. Это как раз про Ивана. За секунду молодого человека обокрали на 3000 рублей. Недавно он продал машину через сайт бесплатных объявлений, а спустя неделю ему поступает звонок. Якобы от того самого нового владельца авто. За обнаруженные неполадки в двигателе мошенник начал просить 50 тысяч рублей. После неудачной попытки развести парня к разговору подключился уже напарник. Якобы дядя уже оказывал более весомое давление, уже начал грубить и угрожать всяческими расправами, даже так. То, что сейчас приедет в город, поговорит со мной по-другому, позовет свою братву. В какой-то момент мои нервы просто сдали, я решил договориться о том, что я не заплачу ту сумму, которую вы хотели от меня получить, я заплачу намного меньше, и договориться на 3000. Только после перевода средств на указанные реквизиты молодой человек понял, что попал в руки мошенников, и обратился в полицию. Но если одни отделались от воришек 3000, по карману других ударили уже сотнями тысяч рублей. Так, неделю назад в Казани задержали группировку мошенников из Нижневартовска. Молодые люди приехали в столицу республики на заработки, а в результате смогли нажиться на чужом горе. Заработок составил 5 миллионов рублей. Задержать аферистов смогли сотрудники управления уголовного розыска МВД по Татарстану совместно с коллегами из Красноярска. Зацепку дала пенсионерка. У нее мошенники вымогали деньги за внука, который якобы стал виновником ДТП. Испугавшись за жизнь близкого человека, потерпевшая собрала все сбережения и перевела их злоумышленнику. Только после этого пенсионерка созвонилась с внуком и убедилась, что с ним все в порядке. Установлено, что фигуранты причастны еще к 31 подобной афере. Только за прошедшие 2 месяца в руки мошенников попались 1175 татарстанцев. Почти у 900 украли деньги с банковских карт. Сотрудники МВД успевают раскрыть дело за неделю. Некоторые тянутся месяцами. У нас в последнее время участилось преступление, связанное именно, как бы все знают, с службой безопасности банка. Ну, как бы под шумок мошенники и как раз уже меняют тактику и людей, введя в заблуждение, начинают у них, то есть, просить, чтобы они открыли там депозитные счета какие-то на своих лицевых счетах, то есть дали допуск их к своим онлайн-банкам.
и где, соответственно, либо сами потерпевшие делают заявку под диктовку самих мошенников. И здесь важно помнить простые и знакомые всем правила. Ни в коем случае не сообщайте посторонним код с обратной стороны карты, пин-код или данные из СМС от банка. Это конфиденциальная информация. По закону банк обязан вернуть вам деньги, если хищение денежных средств произошло не по вашей вине. Если деньги все-таки списаны со счета без вашего согласия, вам необходимо тут же позвонить в банк, заблокировать карту, сообщить о мошеннической операции. После этого нужно в банке написать заявление о вашем несогласии с данной операцией и обратиться в правоохранительные органы. Но при этом нужно понимать, что если вы сами сообщили необходимые данные мошеннику, то тут банк уже вам вернуть ничего не сможет. Мошенники активно обитают на сайтах бесплатных объявлений. Люди попадаются и на ложные рассылки от госуслуг, покупают страховку от ковид и ловят вирусы при скачивании видеоигр. Если в пандемию раскрывать удавалось каждое 10-е преступление, теперь каждое 5-е. Сейчас Татарстан по числу задержанных мошенников на 2-м месте. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Незаконная передача земель, нарушения при выкупе и по утере прав на паевые участки. С такими проблемами сегодня татарстанцы обратились в Общественную палату республики. Здесь прошел прием граждан по вопросам противодействия коррупции в сфере землепользования. На связь с татарстанцами вышли представители УБЭП, Росреестра и Минземимущества. О сомнительных земельных схемах Салават Мухаммадулин. Алло, да, добрый день, здравствуйте. Первым на горячую линию поступил звонок от Эльсура Асылова из Сармановского района. Он представился начинающим фермером. Чтобы получить грант, предприниматель решил купить землю. Договорился с пайщиками. Только в деле появилась и третья сторона. Это агрофирма, у которой есть договор на аренду желанной земли. Агрофирмы говорят, они заключил, но мы сами подпись не поставили. Там кто-то за нас, кто-то подпись поставил. Один человек за всех пайщиков. Но мы не знаем, вот кто это. Я ищу вот. И получается, вы договор аренды пока не видели, да? Да. И таких вопросов с паевыми землями сегодня на линии большинство. Только вот разобраться во всем здесь и сейчас невозможно. Договоров на руках у людей нет. С одной стороны, раньше цены были другие, заключался договор аренды, сейчас уже цены совсем другие. В тот момент вам земля была не нужна, сейчас нужна. То есть все эти вопросы, они жизненные, и как вот прийти к общему и, главное, законному решению по этому вопросу нужно будет действительно здесь какое-то, возможно, управленческое решение. Большинство звонков по паевым землям поступили из Сармановского района. Туда и решили выехать представители Общественной палаты. В числе лидеров по коррупционным нарушениям выдача сельхозземель по выпискам из похозяйственных книг. Этим грешили представители органов местного самоуправления, которые вот именно в ведении которых находились эти хозяйственные книги. У нас вал этих уголовных дел он был, и он сейчас вот он сходит на нет. Шквал звонков сегодня поступил по вопросам выкупа земель, когда их изымают для государственных нужд. Это рыночная оценка, и люди не лишены в любом случае прав отстаивать свои интересы также в судебном порядке, если они не согласны, допустим, с определенной ценой, которую устанавливают в своей оценке эксперты рыночные. Тема земельных отношений оказалась горячей. Это подтверждает и статистика. Только в прошлом году в республике завели больше 60 уголовных дел коррупционной направленности по факту отчуждения земель. Такие приемы в Общественной палате будут проходить каждый месяц. В апреле темой станет коррупционные риски в сфере государственных и муниципальных закупок. В мае – коррупция в образовании. Салават Мухаммадулин, Даниил Фулатов, ТНВ, Казань. Из крана ни капли почти месяц. Жители казанского поселка Старые Горки сидят без воды. Все потому, что их водопровод замерз, и его до сих пор не отогрели. Труба самодельная, но именно она долгие годы обеспечивала поселок питьевой водой. Теперь жители 60 домов топят снег и возят воду, откуда придется. Водоканал же начал искать ледяную пробку, чтобы возобновить водоснабжение. Тронулся ли лед, выяснял Рамиль Шайдулин. Вот кран, видите, открываю, воды нет. Не течет уже больше, месяц уже. Уже с конца февраля Минзиля Зарипова вынуждена топить снег, чтобы дома была вода. Она живет в доме по переулку Урожайный Старых Горок. Краны вот открываем пустые,
Каждый день в надежде открываем, что есть, может быть, потечет. Почти за месяц из крана ни капли. И такая ситуация в 14 домах. Жители выкручиваются кто как может. Топят снег, везут воду из других районов города. Лет 10 назад у нас так было, да мы до мая месяца, пока весь не растаял, сидели без воды. Тоже тогда хоть колонки работали. Сейчас и колонки-то не работают, воду-то набирать нигде. Жители говорят, что примерно месяц назад, когда стояли 30-градусные морозы, труба, проходящая вдоль по их переулку, замерзла. В итоге ледяная пробка, и вода с этого времени перестала через нее проходить. Решение простое – растопить лед, чтобы вода снова пошла, но этого до сих пор не сделано. Каким будет водный баланс в платежках, жители пока не знают. По сути, должен быть по нулям. Авария произошла число с 27-го, то есть там каких-то 2 дня без воды. Остальное это все у нас март. Ну, за февраль платежки пришли в полном объеме. Работы по возобновлению водоснабжения начались накануне. Вторые сутки на замерзшем участке работают сотрудники Казанского водоканала. Копаете? А для чего? Что хотите узнать? В чем причина хотите узнать? Я ничего не могу сказать. Вчера они приехали с утра, то есть я вышла во сколько? В 9 часу, скажем так. То есть машины уже здесь были. Работали они на протяжении всего дня. Водоканал доблестно пытается отогреть, но пока еще воды нет. Как говорят в самом водоканале, они не просто отогревают трубы, но и ищут их в земле, потому что данных о них почти нет, ведь трубы тянули в свое время сами жители. Трассировка неизвестна, как они проложены, на каком глубине, каким диаметром мы не знаем. И здесь, чтобы отогреть водопровод, недостаточно работы просто парогенераторной машины. Соответственно, в связи с этим у нас время устранение данных проблем увеличивается. Пока же водоканал сообщает, что по заявкам жителей они организовывают автоцистерны, но в самом поселке это отрицают. Мы ждали, искали воду, возили ее. Воды водоканал не подвозил. Хотя жители считают, даже цистерны не выход. Водопровод самодельный, поэтому даже в лучшие дни в нем слабый напор. В будущем они хотят подключиться к новому водопроводу, который только планируют строить. Но этой весной нужно растопить существующий. Только после этого в дома снова придет вода. Рабиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. 44 новых случая коронавируса подтвердились за сутки в Татарстане. 13 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому. Тем временем в России за сутки выявлено более 8,5 тысяч новых заболевших в Татарстане. Вакциной «Спутник Ви» привились уже более 117 тысяч человек. Вторую дозу получили более 75 тысяч жителей республики. Как коронавирус влияет на психологическое состояние человека? Что означает понятие нейроковид? И к кому обращаться, если впал в депрессию после перенесенного заболевания? Об этом и о первом случае суицида после ковида говорили сегодня в Инстаграм. На вопросы жителей Татарстана ответил врач-психотерапевт Владимир Менделевич. Модератором прямого эфира выступила вице-премьер Лейла Фазлиева. И вот ответы и советы на 5 популярных вопросов. Как коронавирус влияет на психику человека? Человек пропускает через себя болезнь, он все чувствует, он все видит. Кроме всего прочего, он может быть эмоциональным и тревожным. Что означает понятие нейроковид? Ковид не заканчивается с выздоровлением в некоторых случаях, во множестве случаев. После перенесенного ковида, после выписки из стационара, я не соображаю, говорит человек. У меня плохая память, я рассеян, я трудно подбираю слова. Вообще это не я. К кому обратиться, если ухудшается психологическое состояние после болезни? Он не может справляться с прежней работой. Он не может справляться с обычной интеллектуальной деятельностью. Это повод для того, чтобы посоветоваться с специалистом. Повод. Потому что когда перейдет уже поздновато, к сожалению, будет. Со стороны глядя, ну это же мы тоже с вами увидим, да? Если человек, ну как говорят, тормозит в кавычках. Да, он тормозит, он не соображает. И не надо ждать, когда это уже обретет форму клиническую, болезненную. Достаточно вот этих первых признаков. И почему не посоветоваться? Здесь в данном случае не нужен психиатр, здесь нужен невролог. Можно ли выделить категории людей, склонных к депрессии после ковид? Я бы выделил 2 группы. Первая группа – это группа людей, в принципе, мнительных и тревожных. Ну, то есть по характеру мнительных. Таких же довольно много есть вокруг нас. А вот вторая группа – это группа людей, которых я, честно говоря, не могу даже понять. Это вот люди,
которые вообще не хотят верить никакой научной информации. Да, есть такие. И, к сожалению, и они во всем мире есть, но у нас их очень много. Как самому справиться с депрессией после ковид? Во-первых, необходимо быть рациональным и здравым человеком. То есть нужно изучать по любому поводу, не только коронавирус, по поводу любого заболевания, с которым может человек столкнуться. Вероятность, надо знать, вероятность заражения при разных формах поведения. Я могу себя вести совершенно безалаберно, но тогда я и рискую существенно выше, чем если я соблюдаю какие-то правила. Надо быть начеку, мобилизованным. И тогда мы будем воспринимать все рекомендации хороших специалистов, не псевдоспециалистов, как разумные и как помогающие нам справиться с этой, по крайней мере, обезопасить себя. Путевки в санатории республики сегодня вручили медикам Татарстана. Все это в рамках акции «Спасибо, доктор» от Объединения женщин-депутатов Госсовета Республики Мархамет Милосердия. Постковидную реабилитацию смогут бесплатно пройти врачи старше 65 лет. Для этого парламентарии перечислили свой ежедневный заработок в фонд акции. Отметим, что возрастных медиков, переболевших коронавирусом, на сегодня в республике 49. Каждый из них сам выбрал, в каком санатории будет отдыхать неделю. Рустам Нургалиевич Миниханов сказал, что постковидная реабилитация для всех сегодня должна быть доступной, должна быть обеспечена. Мы подумали, как же можно помочь. Спасибо, конечно, нашим профсоюзам. У нас 5 профсоюзных санаториев. Ждем, что отдых понравится, немножко подлечиться после перенесенной ковидной инфекции. Очень рада, что мне наконец-то дали путевку в санаторий. Я о своем здоровье тоже позаботиться, потому что нашим пациентам нужны только здоровые врачи. Благодаря внедрению личного кабинета и интеллектуальных приборов учета ток по проводам потребителей побежит быстрее. Так, сетевая компания максимально сокращает время с момента подачи заявки до получения договора и полного подключения к электросетям. Вот так, с работы на высоте и под напряжением идет подключение новых потребителей к электросетям. Напряжение в сети равного 0,4 киловольт хватит и для проведения строительных работ новой поликлиники Зеленодольска. Очень важный показатель для сетевой компании – контроль за сроками подключения потребителей. Каждую заявку любой потребитель, кто нам подает, мы тщательно рассматриваем, принимаем правильные технические решения, выдаем договор. Ну и в целом, то, что касается мало-среднего бизнеса, у нас по таким категориям договоров мы ведем отдельный рейтинг и стараемся на сегодняшний день отрабатывать такие заявки за короткие сроки. На сегодняшний день сокращены очень сроки подключения сетей. Выдача, значит, документов очень важна для прохождения экспертизы. И стоимость этой услуги, она сократилась. Еще одно новшество – установка интеллектуальных приборов учета в рамках технологического присоединения. Такой умный счетчик устанавливают и в Высокогорском районе. Отличительная особенность последнего времени – подача и получение заявки через личный кабинет на сайте сетевой компании. То есть подаешь заявку и весь процесс уже сидишь там. То есть не надо куда-то там выезжать, какие-то бумажки таскать. То есть все онлайн, все там четко, красиво расписано. Все работы проводят под напряжением, то есть отключать электричество не будут ни заявителю, ни его соседям. Сейчас таким навыкам обучены специалисты во всех филиалах сетевой компании. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Татарстан. Госдума в третьем чтении приняла закон об обнулении сроков на пост президента. Таким образом, действующий глава государства Владимир Путин получает право вновь баллотироваться в президенты России. Все подробности в интернет-газете «Реальное время». На 71-м году жизни скончался председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Республики, руководитель Малой академии картинга Евгений Шафранов. Свои соболезнования выразил президент Рустам Миниханов. Цитата. «Это тяжелая утрата для всей нашей республики. Евгений Львович был настоящим энтузиастом и подвижником, активными усилиями которого в Татарстане уже многие годы успешно развивается автоспорт. Малая академия картинга. Невозможно переоценить вклад этого увлеченного делом и щедрого душой человека в подготовку молодых спортсменов, в целом в воспитании подрастающего поколения», говорится в телеграмме президента. В
Казани определили татарстанских победителей конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди». Любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Сбор заявок на марафон идей начался 12 февраля и завершился 12 марта. Это конкурс, где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта. Из Татарстана на конкурс поступило более 200 проектов. В финал вышли 8. Мы увидели в этих проектах, что, во-первых, они реализуемы, они уже сейчас реализуются, есть опыт реализации подобных проектов. Самое главное, они приносят действительную пользу. Татарстанские финалисты конкурса презентовали свои проекты жюри. Оно определило 2 победителей. Лауреаты конкурса предложили, как можно помочь людям с ограниченными возможностями и трудным подросткам. Каждый для реализации своей идеи получил 150 тысяч рублей. Я, наконец, соберу команду. Да, мы со всеми встретимся, уже с кем-то я отдельно списывался, они все согласны помогать работать. Буквально уже до конца месяца, я думаю, мы определимся с точным планом программы, все будет расписано от и до конца. Всего за месяц из 65 регионов поступило более 15 тысяч заявок. Лучшие идеи войдут в программу партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. Авторов лучших идей также пригласят стать экспертами комитетов партии. В этом году войскам Национальной гвардии исполняется 210 лет. В начале 19 века Александр I создал батальоны, которые обеспечивали порядок внутри страны. Сегодня за войсками Национальной гвардии или Росгвардии охрана общественного порядка, важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений. Кого берут в росгвардейцы и что скрывают высокие стены одной из войсковых частей Казани, узнала Алия Хайрудинова. Рядом. Лежать! Дмитрий Петров 17 лет на службе. Родился в Удмуртии, служил в Копейске Челябинской области. Последние 4 года работает в войсках Росгвардии в Казани. Родина выбирает, где и кому ее защищать, говорит он. В детстве произвела сильное впечатление книга про Карацупа, пограничника, у которого было очень много задержаний. Это как раз послевоенное время. Там диверсанты очень изысканные способы применяли, чтобы перейти нашу границу, но все их способы раскрывал и задерживал. А вот этого красавца зовут Сабур. Ему 2 года. И вы знаете, что самое интересное? Он беспрекословно слушает все команды своего хозяина. А вот меня он слушать не будет. И мы сейчас это докажем. Лежать! И, казалось бы, нет здесь места нежному и прекрасному. Но что не сделаешь ради любви. Олеся Янова, старший сержант по званию, отбирает орлов для службы в рядах Росгвардии. А все началось 15 лет назад. Тогда она вышла замуж за военного и поняла, если не работать вместе, то вместе жизнь не сложится. Когда мы поженились, мне было 19 лет, и 1-8 марта, которое было, и мой супруг был на службе дежурным. Я так плакала, мне так казалось, что я не так важна для супруга. Я не понимала, что он не может по-другому, что у него дежурство, что он обязан. Сегодня в Казанском полку Росгвардии проходят службу как по призыву, так и по контракту. Только за прошлый год росгвардейцами Приволжского округа выполнено более 300 задач по охране общественного порядка, и задержали они 50 подозреваемых. В наше время сейчас все тяжелее. Больше экстремизмов, терроризмов, митингов. Если у нас будет больше, я уверен, что в мире все будет спокойнее. Их служба часто остается незаметной, а жизнь за стенами Казанского полка Росгвардии проходит под грифом «совершенно секретно». Но они всегда с нами и защищают, и поздравляют, и всегда на посту. Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На Казанском танковом полигоне сегодня стреляли, ложились под танки, метали гранаты. Так 200 юноармейцев боролись за победу. На республиканский этап Всероссийской военно-патриотической игры собрались ребята со всего Татарстана. Если на районных этапах участвовали 15 тысяч ребят, то в финале только лучшие из них. Как воспитывается упорство и появляется выносливость, увидел Ильгиз Шакуров. С каждым выстрелом ближе к победе. Это первое испытание для участников конкурса. Цель находится в 100 метрах отсюда, и чтобы попасть, у каждого из них только 6 шансов.
На эти игры приехали ребята со всего Татарстана. Как правило, это кадеты, юноармейцы, участники военных клубов. Команда Зеленогорска в финале уже 3-й раз. Градус конкуренции здесь всегда высок, говорят ребята. Команда всегда к этому подходит ответственно. Готовились мы всегда, в принципе, на уроках ОБЖ. У нас есть отдельные секции для этого, послеурочные. Военные мероприятия созданы не только для мальчиков, потому что многие девочки тоже хотят этим заниматься и любят это дело. Впереди 3-километровая полоса препятствий. Проползти под танком, отразить химическую атаку, обезвредить бомбу. При этом не терять лыжи и автомат. А еще поджимает время. Самое сложное, наверное, под танком проползти, потому что на руках автомат, на руках лыжи, палки. Все это нужно за собой тащить. Да, было сложно, но мы справились. Мы верим, что мы победим. Это хороший опыт для того, чтобы в будущем стать военным. В финале сегодня 15 команд. Лучшая отправится летом в Москву представлять Татарстан уже на всероссийских играх. Пусть не все ребята, которые участвуют в этой игре, попадут в армию или пойдут в армию, но я уверен, что все, кто участвует в подобных играх, будут настоящими патриотами и гражданами нашей великой Родины. С 1 апреля в стране начинается весенняя призывная кампания. Для армии подрастает новое поколение солдат. Ильгиз Шакуров, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. С 22 марта в Татарстане 400 тысяч школьников ушли на весенние каникулы. Чтобы провести отдых с пользой, для них организовали пришкольные лагеря. По всей республике их 232. Сегодня в 177-м лицее Казани был день телевидения. К ним в гости приехали шаяновцы и победители конкурса детской песни, проводимого телеканалом. Как все это было, увидела Эльвира Зорина. Со сцены сегодня звучат самые популярные песни детской эстрады. Для лицеистов поют победители конкурса «Сайлян». Практически их ровесники. И песни на знакомые темы. О дружбе, о прогулках с родителями, о том, как они много времени проводят в гаджетах. Но на этих каникулах столько познавательного, что телефоны пришлось отложить. Вот каникулы, кто-то может прийти в школу. Я пришла в школу, потому что тут интересно, тут можно ходить, например, какие-то события. И это все мне очень нравится, я хожу. Каждый день у нас по программе какие-то интересные мероприятия расписаны. Где-то есть даже выезды. Уже вчера мы в Доколени ходили на концерт. Сегодня в программе «Шаян ТВ». Школьники познакомились с ребятами, которые делают детское ТВ. Также узнали о предстоящих кастингах, где смогут принять участие. Мы смотрели концерт и как другие люди танцевали. Нам очень понравилось. Потому что очень многие дети участвовали и пели, и танцевали. Это было очень интересно. Мне очень понравилось, что выступали и пели. И у них прям голосище. В Татарстане сейчас открыты 232 школьных лагеря. Их посещают 11 тысяч детей. И каждый день богатая программа. Казанский Кремль предлагает экскурсии, интерактивные спектакли в театрах, научные шоу в домах техники, исторические квесты и многое другое. Эльвира Зорина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам доброго и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Первый весенний месяц отсчитывает свои последние дни и продолжает показывать свои капризы. Об этом через несколько секунд. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца марта доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо очистится от облаков, осадки прекратятся. Станет теплее, плюс 3-4 градуса. Потеплеет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, но солнце спрячется за облаками. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков, облачно, но заметно теплее, 3-4 градуса выше 0. В Арске, Кукмаре и Балтасе температура станет выше, плюс 2. Осадки не прогнозируются. В Болгаре, Дрожжином и Буинске без осадков. Температурный фон станет выше, днем до плюс 5. Снова небо в облаках в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Осадки маловероятны, днем до плюс 4.
В пятницу температура на несколько градусов станет ниже. В Казани облачно с прояснениями, без осадков. Ночью около 3 мороза, а днем потеплеет до +3. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.